Об итогах школьной спартакиады поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя. Это Марсель Юсупов, начальник управления по физическому воспитанию и подготовке Олимпийского резерва Республики Башкортостан. Марсель Жалилевич, здравствуйте. Здравствуйте. Нынешнюю спартакиаду пришлось перекраивать по ходу, потому что началась она из-за пандемии не с сентября, как обычно, а с января. Насколько это повлияло на ход соревнований? Ну, вообще мы начали с января, конца января 23-ю спартакиаду. То есть на ход соревнований, на итоге-то не повлияло, только чуть-чуть именно было в сжатые сроки по мероприятиям. То есть мы некоторые мероприятия, которые планировались на второе полугодие, мы их просто перенесли на осень. Победители определились среди районов и среди городов. Среди городов это Нефтекамск, а среди районов Нуримановский район. Насколько это ожидаемые результаты? Ну, вообще, если среди городов Нефтекамск это ожидаемо, они ежегодно там в тройке, то есть у них довольно-таки так развитие физической культуры и спорта в системе образования у них на хорошем уровне. А вот среди муниципальных районов там были вот Нуримановский район, у нас стали первыми. В 22-й спартакиаде они были четвертыми, у них не хватало 0,5, не хватило до третьего места. И так довольно-таки они старались попасть в тройку, и мы, когда разговаривали с отделом образования, говорю, давайте сделаем так. Вот у вас глава администрации раз спрашивает, то к 23-й спартакиаде, я думаю, у вас будет все хорошо. И покажете не словом, как говорится, а делом. И я удивился, на самом деле, они, мало того, что они стали первым, так они еще и участвовали во всех видах спорта, во всех видах программы, которые указаны у нас в спартакиаде. Кого еще можно отметить, кто, может быть, не вошел в тройку сильнейших, но при этом показал какие-то стабильные результаты, что ли? Ну, смотрите, там больше не то, что стабильный результат, да, что такое спартакиада школьников? Это, по 10 видам спорта. Нужно выезжать и так далее и тому подобное. Но есть у нас районы, которые, они не попали в тройку, да, но они участвовали во всех 10 или 9 видах программы спартакиады. Это уже говорит о многом. То есть, в первую очередь, о том, что у них виды спорта развиваются, у них выделяется финансирование. Это те, которые целенаправленно развивают физическую культуру и спорт у себя на районах. Пусть не в тройке, но у них виды спорта развиваются, у них уделяется внимание. То есть, а вот среди городских округов, да, то есть Нефтекамск у нас первое, Баймак и третье город Стерлитамак. То есть, понимаете, да, в Нефтекамск сколько жителей, Баймак, город Стерлитамак, да, и вот хотелось бы увидеть в этом списке город Уфу, то есть Уфа у нас чуть-чуть, она проводит школьный муниципальный этап, а вот зону и выезд на финал в этом году вообще. То есть игровые виды спорта, да, баскетбол, волейбол, это те, будем так говорить, базовые, которые у нас на уроках физкультуры. А вот такие уже единоборства и там другие виды спорта, они не участвовали. То есть, почему? Вот как раз я это и озвучил для того, чтобы, возможно, сейчас у нас смотрит там глава администрации города Уфы или глава администрации муниципальных районов, для того, чтобы они пригласили и спросили те, кто курирует доп. Образование, и узнали, в чем причина. То есть школьный этап проходится, муниципальный проводится. Это говорит о том, что у них есть дети, у них есть команды, но выезд на зоны, и на финал они не выезжают. Возможно, финансирование, возможно, какие-то другие такие моменты. Но город Уфа, она у нас, миллионник, город Нефтекамск, город Баймак, вторые. То есть они в таком формате. В нынешнюю спартакиаду ввели 2 новые дисциплины. Это греко-римская борьба и настольный теннис. И вот интересно, что в настольном теннисе численность гораздо больше, чем, например, в греко-римской борьбе. Почему приняли участие по итогам соревнований? Смотрите, сделали анализ, да, и возьмем с настольного тенниса. То есть у них общее количество, да, я для себя только делал, 31 637 человек. Это обучающихся участвовало, это школьный этап, муниципальные зоны и финал. То есть это у нас, я еще раз повторяю, всегда говорю, то есть мы просто так конкретно не включаем любой вид спорта. То есть прежде чем включить, допустим, настольный теннис, я 2 года делал первенство Министерства образования, проводил, чтобы анализировать количество учащихся. И вот результат у нас есть, то есть 31 000 участников в общей. По греко-римской борьбе это единоборство, да, это личные, тоже у нас очень большое количество. Общее у нас приняло участие 15 000. Там,
14 659 человек. То есть это на школьном этапе, муниципальный, зонный финал. То есть это тоже о многом говорит. То есть я сделал анализ, то есть это большое, знаете, плюс вот проект «Спортивная борьба в школу». Это мегапроект, он работает, он реально работает, и единственное, чуть-чуть надо его еще кое-какие моменты подкорректировать, и из вот спартакиады школьников в дальнейшем можно уже рассматривать ребят, которые будут попадать там в сборную среди юниоров там, в таком формате. То есть это было, мне очень понравилось. И греко-римскую борьбу мы тоже не включали спонтанно из-за того, что вот это тоже проводили, в 2018 году мы проводили первенство Министерства образования, где у нас участвовало 236 человек. Общую аналитику делали, включили, вот смотрите, то есть... то есть цифры растут. Цифры растут, да. Марсель Жалиевич, а в целом, как обстоят дела в школьном спорте? Идут ли ребята в спорт и хватает ли тренерских кадров? Вот я имею в виду даже сейчас, может быть, не столько города, сколько муниципалитеты. Смотрите, вот сейчас на данное время идет в муниципалитетах тарификация, то есть у них была предварительная, и где-то после 15 августа у нас будет уже известно конкретно в системе доп. Образования, по тренерским ставкам. Но на данное время со всеми тренерами, преподавателями, с кем общаюсь, с кем разговариваю, они говорят, что на данное время у нас предварительная тарификация есть, у нас все по плану, то есть пока таких вот моментов нету. Еще радует по выездам, то есть у нас есть проблемные моменты, то есть и там участники, и там тренерский преподавательский состав. А есть проблема. Вот один момент, вот у нас до этого года 3 назад были моменты, не хватало транспорта. Сейчас этот момент потихоньку решается, и приезжаешь на соревнования, довольно такие красивые, классные автобусы. Теперь вот момент у нас с ГСМом, то есть общаешься, транспорт у нас вопрос, большинство там решается, а вот с ГСМом не везде. То есть вот такие моменты есть. И хочется такие районы выделить, которые непосредственно также в зеленой зоне у меня, вот Хайбулинский район, вы представляете, где это находится, они участвовали у нас почти кроме одного вида спорта не участвовали. В 9. В 9. А представляете, откуда им надо ехать? И это у них тоже, у них развивается вид спорта, у них уделяется внимание на муниципальном уровне. Это тоже довольно так радует. То есть Баймак, Хайбулинский район. Есть чему поучиться у других муниципальных районов. Мы говорили о том, что спортивная борьба в школы – проект, который помогает развитию борьбы. Какие еще программы реализуются? Может быть, какие-то еще проекты есть, которые помогают подстегнуть школьный спорт? Да, у нас есть программу, допустим, я актуализировал сейчас самбо в школу. То есть тоже мы выстроили с федеральным центром работу. И тоже хочется поблагодарить. Это наш чемпион мира Тимур Галямов, который в этом содействовал. А это бесплатные ковры. То есть единственный момент, это нам нужно будет забирать с Москвы только самовызом. А так вот мы актуализировали по программе самбо в школу. 26-я школа городского округа, город Уфа, Абзелиловский район, школа имени Кусимова. И еще вот сейчас ведем переговоры по Баимовской школе. То есть это определенное финансирование, вне бюджет, а один ковер стоит 300-500 тысяч. Все обуч по плаванию? Все обуч по плаванию у нас в процессе. В прошедшем учебном году первый у нас был Кушнаренковский район, у них обучение прошло, и вот сейчас мы планируем актуализировать этот момент. То есть желающих много, обучение идет плаванию, то есть с 1 по 11 класс у нас есть непосредственно статистика, сколько занимаются. Единственное, планируем в ближайшее время встретиться с федерацией плавания, и у нас есть конкретная статистика по всем бассейнам, именно доп. Образования и общеобразовательных учреждений. Мы с января прошли обучение, то есть тоже хочется поблагодарить Рафиса Габдрахманова, который нам все разложил насчет бассейнов в технический момент. И объехал 35 бассейнов, это без дошкольного образования. И есть понимание, и где можно проводить по этой программе всеобуч по плаванию. То есть у нас самбо в школу, всеобуч по плаванию, спортивная борьба в школу. То есть, Что касается адаптивной физкультуры, что можете сказать? Адаптивная физическая культура, есть. Она мне близка, эта тема. То есть я
очень близка, будем так говорить. И вот мы с Хайбулинским районом отработали, то есть программа у нас разработана. Пока интеллектуальный вид спорта, да, но все равно потихоньку мы проведем. Вот у нас вчера было совещание, круглый стол федеральным центром нашим с Николаем Семеновичем Федченко. И вот там очень интересные были доклады с региона, вот Пермский край, Соликамск по АФК. Это АФК среди скалолазания. То есть вот таком очень интересно. То есть надо просто интегрировать, посмотреть, как это правильно. Но мы пока делаем не с физических, да, таких видов спорта, а именно с интеллектуальных. Пока вот там шахматы, шашки, вот, в таком формате. Впереди предстоит 24-я спартакиада школьников. В чем будет ее новшество? Начнется ли она стандартно в сентябре? Какие вот планы? Хотя бы сейчас наверняка уже думаете. Да, у нас уже есть проект положения 24-й спартакиады. У нас новшество будет, это новый, хотим включить программу, это сдача норм ГТО. Это очень такое, я считаю, важное вид программы будет, то есть планируем, сейчас вот рассматриваем это 2-ю, 3-ю ступень. То есть это как раз те дети, которые вот начальная школа, как раз вот смотреть, и уже мы дальше сможем вести это детей. И это, я думаю, совместно с нашим здесь, с Макином, мы об этом уже говорили еще до Нового года, то есть у меня был доклад в правительстве Республики Башкортостан, и они конкретно сказали, конкретный вопрос, что нужно сделать по сдаче норм ГТО. Я предложил включить ГТО в спартакиаду школьников, и вот сейчас мы потихоньку к этому идем и планируем. Пока все планируем, как положено, с сентября. Это школьный этап, до Нового года школьный, муниципальный, после Нового года зона, финал. И теперь уже в завершение нашего интервью буквально в 2 словах. Школьный спорт может быть фундаментом профессионального. Как думаете, идете к этому? Это безусловно. То есть школьный спорт это не то, что может быть, это фундамент. Фундамент профессионального спорта. То есть что такое спартакиада школьников? Да, это школьный спорт, детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва. Вот, пожалуйста. То есть без школьного спорта, я считаю, спорт высших достижений, он просто не может быть, не может существовать. Откуда мы берем? Массовость, школьный спорт. Спасибо большое, пожалуйста. Марсель Джалилевич. А я напомню, сегодня об итогах не только, наверное, школьной спартакиады, но и в целом о школьном спорте мы говорили в программе «Интервью». Это был Марсель Юсупов, начальник управления по физическому воспитанию и подготовке Олимпийского резерва Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.